дорогой нам народ Абхазии, весь народ, не только те, которые представляют власть, не только те, которые представляют оппозицию, а дороги нам все люди, начиная с младенца и заканчивая нашими старцами. Я представляю самый большой коллектив в Абхазии. Это национальный университет. В любом государстве национальный университет – это национальное достояние, это государство в государстве. В нашем коллективе представлены члены различных партий, движений, и тем не менее мы стараемся сделать так, чтобы не происходили никакие катаклизмы. И делаем это в очень тяжелых условиях. Но ко всему добавляется и общественно-политическая ситуация. Вот история учит, что после победы во многих странах происходил раскол. Это не только в Абхазии. Происходил раскол, потому что разные люди выбирали разные нормы мирной жизни. Я говорил на встрече с выпускниками этого года, что Владислав Григорьевич, человек решительный и так далее, держался за голову и говорил: я очень боюсь, что у нас при принятии тех мер, которые сегодня необходимы по отношению к тем, кто не так себя вел во время войны, пойдет стенка на стенку, фамилия на фамилию. И поэтому вынужден был сделать так, чтобы людям простить. В университет я получил указание не формировать коллектив до тех пор, пока не будут определенные сведения. Через некоторое время мне сказали: полный отбой в этом вопросе. Пошло всепрощение, добавилась блокада, и пошел процесс вседозволенности, остановить который не удается все годы. Когда мы были в Гудауте, люди на фронтах и так далее, мы мечтали попасть в свой родной город Сухум и говорили: мы, как братья и сестры, все обнимемся и будем восстанавливать наше государство своими руками, не пожалеем ни сил, ни энергии. Так ли это? Да нет, не так. Произошло то, что мы не совсем адекватно своей ситуации повели себя. Вот к моему удовольствию наша молодежь, наши дети, они повели себя совершенно по-другому, в отличие от взрослых. Давайте вспомним события 2004-2005 года, когда были установлены свободные микрофоны по городу, и ребята наши говорили, обращаясь к старшим: не показывайте нам плохие примеры. И не случайно последняя точка в тогдашнем противостоянии была поставлена в университете, здесь, ведя эту встречу, на которой были Багапш, Хаджимбе, Анкваб. Я сказал: вот то будущее, о котором вы говорите в своих речах. Дайте слово, что дальше у нас все пойдет по нормальному пути. Да, так и было сделано. И Сергей Васильевич, помните, начал свою деятельность словами: давайте начнем с чистого листа. Получилось? Нет, не получилось. Грянули события 2014 года.
ко мне обратились представители Координационного совета. Мы хотим встретиться с коллективом, студентами и преподавателями. Я сказал, это университет, мы должны выслушивать обе стороны, и власть, и оппозицию. И члены Координационного совета, и Александр Анкваб, тогдашний президент, сказали, ради Бога, это очень хорошая идея. А потом эта идея ушла в песок, к великому сожалению. 15 мая 2014 года, это день рождения Константина Константиновича Озган, нашего великого патриота. Мы проводили его чествование в Лыхны, в его доме. Я тогда очень сильно просил Александра Золотинсковича провести встречу с Координационным советом. Повторил свое предложение. Он долго объяснял, почему этого не хочет. Мне сегодня очень трудно судить, был ли он прав, но потом последовали события, обиды от которых по сей день сохраняются. Вы знаете, люди умные говорят так, с натяжкой, но понять можно, но сказать, что они правы, тоже нельзя. Тоже нельзя. Надо думать о своем народе. Когда пришла пора выборов, к нам поочередно обращались кандидаты в президенты, все 4. Я сказал, нет, мы будем проводить единовременно со всеми 4 кандидатами. Было очень цейтнотное время. И я говорил тогда тоже, что за такой короткий период составить программу невозможно. Надо составить концепцию, а потом уже под эту концепцию множество программ. Да. Нет, по старинке стали говорить, вот наша программа. Я тогда спрашиваю, вот ваша программа, а где здесь университет? Вообще не фигурирует. Да. А мы же выбирали наряду с президентом и учредителя университета по нашему уставу. Да. Ну и эти обещания, потом уже глобальный кризис, потом санкции против нашего главного партнера России. И, конечно, сейчас требовать от одного человека, что вот не выполнил то, что обещал. Ну вот я всегда говорю, единство – это не есть единомыслие, ни в коем случае. Оппозиция нужна. В разных странах, где войны идут, там умеренная оппозиция, радикальная, непримиримая и так далее. У нас оппозиция в самом классическом смысле этого слова. Но это слово означает противопоставление, выражение своих предложений, своя программа и так далее. Но когда мы слышим с экрана, когда говорят, вот мы год ждали, справится ли власть со своим, это уже не оппозиция. Это уже не оппозиция. Надо над этим очень серьезно подумать. Вот все это, все послевоенные годы, вот эти вот противостояния, естественно, отражаются и на работе университета. Мы и так в тяжелейшем положении. За 20 лет послевоенных мы сами проводили ремонт
можно сказать, в кавычках, после того, как во время войны 7 прямых попаданий артиллерии было в наш корпус. Ну а потом Великая Россия стала помогать, и сейчас идет ремонт. И мы в преддверии 85-летия университета. А сколько раз нам по ситуации приходилось обрывать занятия, переносить экзамены, в том числе и вступительные, фактически не проводить экзамены и так далее. Разве это не отражается на работе коллектива? Конечно, отражается, и даже очень сильно. Уважаемые телезрители, в университете учились и учатся ваши дети. Это независимо от того, чей это ребенок, представителя власти или оппозиции, ваши дети. Давайте подумаем о них. Я думаю, что их надо защитить от возможных, я не утверждаю, но от возможных катаклизмов, которые могут произойти. Вот настораживает меня, например, то, что совсем недавно проходило в здании МВД. Настораживает меня то, что представители АРВА заявляют, что мы никому не позволим и так далее, и так далее. Знаете, эта риторика действительно настораживает. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Ярлыки, которые уже посыпались на Абхазии, мы никак не заслуживаем. Малоцивилизованная нация и прочее, прочее. Везде, где меня спрашивают за границей, а кто теперь вам мешает? Я сказал, многим малочисленным нациям свойственно самоедство. Нам надо избавиться от этого. Нам надо очень сильно поработать над тем, чтобы избавиться от завистливости. Очень много проблем. Я никак не могу сказать, что власть во всем права, оппозиция во всем не права. Нет, дорогие мои. Есть вещи, которые упустила и власть, и есть вещи, которые упускает оппозиция. А на носу выборы в парламент, а потом не за горами и выборы президента. Вот сегодня для того, чтобы это было праздником для народа, надо идти на компромиссы. Компромиссы – это соглашение на основе взаимных уступок, не подачек.